дожде». Дядя Амос работает в зоопарке. Он ухаживает за зверями. Слоном, носорогом, черепахой и пингвином. Но однажды он заболел и на работу не пошел. И тогда звери пришли к нему в гости ухаживать уже за дядей Амосом. Дядя Амос не идет на работу, так называется книга, которая вышла в издательстве «Розовый жираф». Текст сочинил Филипп Стед, а рисунки выполнила Эрин Стед. Понятно, что в этой книге рисунки едва ли не важнее текста. Дядя Амос просыпается рано по звонку будильника. Он свешивает ноги с кровати, снимает пижаму и надевает отглаженный форменный костюм. Он заводит часы и ставит чайник на плиту. «Доброе утро», — говорит он сахарнице. «Не угостите ли сахар? Мне ложечку в овсянку и 2 в чай». Сытый дядя Амос отправляется на работу. Вот и автобус номер 5. Следующая остановка — зоопарк, объявляет водитель. Дядя Амос глядит на часы. Ровно 6, говорит он, минуты. В минуту, как всегда. В зоопарке у дяди Амоса много дел, но и для друзей находится время. Он играет в шахматы со слоном. Слон долго думает перед каждым ходом. Бегает на перегонки с черепахой. Черепаха обожает быть первым. Тихо сидит рядом с пингвином. Пингвин очень застенчив. Одалживает носовой платок носорогу. У носорога нос течет. А вечером он читает книжку сове. Сова боится темноты. Но однажды дядя Амос заболел. Сначала он расчихался, потом осморкался, потом ему стало жарко, потом зябко. Он свесил ноги с кровати, подобрал их обратно на кровать и сказал: «По-моему, сегодня я не иду на работу». Тем временем в зоопарке живут и ждали своего друга. Слон переставлял фигурки и пешки. Черепаха нетерпеливо топталась на месте. Пингвин молчал, сидел в сторонке. Носорог печально хлюпал носом, а на высокой стопке книг вздыхала и почесывалась сова. Где же дядя Амос? Волновались животные. А вечером, ура, друзья пришли! Книги на дожде.